Приветствуем зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия Ньюс. В эфире Вестник Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. В Варшаве прошло чествование героической личности, почетного консула Чеченской Республики Ичкерия, кавалера ордена «Честь нации» Адама Боровского по случаю его 70-летия. Делегация правительства Чеченской Республики Ичкерия присутствовала на торжествах от имени правительства, и премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева поздравила юбиляра. Постановлением Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия Адам Боровский был награжден государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия орденом «Рыцарь чести». От имени правительства w imieniu przedstawicielstwa Чеченской Республики Ичкерия, Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, лично от председателя правительства Ахмеда osobiście Закаева, od Ahmeda Zakajewa, зачитать постановление Кабинета przeczytać Чеченской Республики Ичкерия. Я рад, что я имею честь сегодня стоять рядом со знаменитой личностью, Mam zaszczyt postać obok pana Adama, bardzo znanej выдающимся osoby, в политике, героической личности Адама bohaterem Боровского. Polski. Постановление правительства Чеченской Республики Ичкерия Postanawiam номер w imieniu 24 Czeczeńskiej Republiki Iczkeria от 18.07.25 года. 18.07.18 roku. Поистине, к ряду наиболее верных, последовательных и надежных друзей чеченского народа принадлежит видный политический и общественный деятель Польши, кавалер ордена Оман-Си Чеченской Республики Ичкерия Адам Боровский. Имея огромный политический опыт борьбы, Адам Боровский оказал неоценимую помощь в поддержке и организации политической и военной борьбы чеченского народа против российских колонизаторов. В 1994 году Адам стал одним из основателей, а с 2000 года возглавив комитет Польша-Чечня, Адам Боровский активно помогает тысячам чеченских беженцев, ищущих приют за пределами своей исторической родины. С 2005 года Адам занимает должность почетного консула Чеченской Республики Ичкерия в Польше и со свойственной ему энергией беспрестанно, последовательно лоббирует в политических кругах Польши и европейских институтах интересы правительства Чеченской Республики Ичкерия. Адам Боровский активно участвует в общественной и политической жизни чеченской эмиграции. Он является инициатором проведения многих политических мероприятий, фотовыставок, свидетельствующих о жесточайших военных преступлениях российских оккупантов в ходе русско-чеченской войны. За выдающиеся заслуги и самоотверженный труд за идеалы свободы и демократии, за особые заслуги перед чеченским народом и государством, а также в связи с 70-летием, руководствуясь статьями 79, 80, 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров постановляет наградить кавалера ордена «Честь нации» Адама Боровского государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия орденом Сидолу Онов «Рыцарь чести». Постановление вступает в силу со дня подписания. Чеченская диаспора в Польше дарит Адаму Боровскому наш традиционный национальный кинжал. Я
Ja wiem, przeciw komu go użyć. Słuchajcie. Był polski rząd w Londynie. Śmieli się z niego, że nic nie znaczy, że nie ma wpływu, że to jest zabawa dla dużych chłopców. Gdzie ostatnim prezydentem był Ryszard Kaczorowski. Tam były wspaniałe polskie postacie, a na świecie w wielu miejscach śmiano się z nich. I doczekał się, Polska się doczekała. Dla nas ten rząd był taką iskrą, gdzie wolności. Iskrą, my wiedzieliśmy, że jest gdzieś kawałek wolnej Polski. On był w Londynie między innymi. Nie tu okupowanej przez Bolszewi, ale w Londynie był, bo tam był polski rząd na uchodźstwie. I jest rząd na uchodźstwie w tej chwili Iczkerii. To państwo było krótkie, bo zostało napadnięte przez Rosję. Najpierw Jelcyna, potem Putina. Dzielnie walczyli, ale zostali pokonani, bo przecież to tylko 1,5-milionowy naród był. Poniósł straszne straty, ale jest to światło niepodległości Czeczenii w Londynie i tam, gdzie żyją wolni Czeczeni w Europie i na świecie. Ja głęboko w to wierzę. To przyjmuję z całym sercem swoim, bo to nie jest zabawa dla chłopców dużych. Teraz Czeczeni walczą na Ukrainie przeciw Rosji, ale oni walczą również o swoją ojczyznę. Tam na Ukrainie, tak jak nasze legiony walczyły o Polskę, to teraz Czeczeni tam walczą. Staram się im pomóc, na ile mi sił starcza i możliwości. To są piękni ludzie, którzy kochają swobodę. My żegnamy się słowami do widzenia, a u nich słowo adieu, to co jest u nas do widzenia, to znaczy obyś wrócił wolnym. Obyś wrócił wolnym. Obyś wrócił wolnym! Obyś wrócił wolnym! Obyś wrócił wolnym! Obyś wrócił wolnym. Dlaczego dziękuję? Dlatego dziękuję, że doceniają moją pracę, bo ja wierzę głęboko w sens tej pracy. Wierzę głęboko. Być może doczekam wolnej Czeczenii, być może nie, tego nie wiem. Ale to, że ona będzie wolna, to, że ona będzie swobodna, że będą tam wybory demokratyczne, tak jak były Jasłan Maschadow, a przedtem Dżochar Dudajew zostali wybrani. Ona będzie. Oni żyją tą nadzieją i ja żyję tą nadzieją. Ja żyję tą nadzieją. Bo obiecali, że mnie zaproszą. Słuchajcie, dziękuję. To jest dla mnie bardzo ważny moment, że przyjechaliście. Dziękuję, że jesteście, że walczycie, że nie wyrzekliśmy się, że wy nie wyrzekliście się swoich ideałów, tak jak my tutaj. Nie wyrzekliśmy się tych ideałów, które nami kierują, żeby nasza ojczyzna była wolna, suwerenna, niepodległa, bogata swoją tradycją, historią, wiarą. I wy też się nie wyrzekacie. To was cenię najbardziej. Dziękuję bardzo. Поздравления Министерства иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия по случаю 70-летия почетного консула Чеченской Республики Ичкерия в Республике Польша господина Адама Боровски. Уважаемый господин Адам Боровски, от имени Министерства иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия и всего нашего народа примите самые теплые и искренние поздравления по случаю вашего 70-летнего юбилея. Ваш жизненный путь – пример высокой нравственной ответственности, принципиальности и гражданского мужества. Вы человек, который на протяжении многих лет неизменно остается с народом Чечни в самые тяжелые моменты его истории.
Ваш политический опыт, ваша твердая позиция в защиту прав и свобод угнетенных народов, а также ваша неустанная деятельность по информированию международного сообщества о геноциде, совершаемом в отношении чеченского народа, имеют исключительное значение. Благодаря вашим усилиям и личному вкладу тысячи чеченских беженцев обрели помощь, защиту и надежду. Вы стали для них не просто дипломатом или общественным деятелем, но настоящим другом и защитником. Ваше имя неразрывно связано с десятками гуманитарных, культурных и правозащитных инициатив, с международными конференциями, акциями солидарности и политической поддержкой борьбы Чеченской Республики Ичкерия за освобождение от колониального гнета. Высокие награды, орден «Честь нации» и звание «Рыцарь чести» являются лишь скромным отражением той глубокой признательности, которую испытывает к вам весь чеченский народ. В этот знаменательный день желаем вам крепкого здоровья, душевного покоя, вдохновения и дальнейших сил на служение справедливости и свободе. Пусть уважение, которым вы по праву окружены, всегда будет сопровождаться теплом и благодарностью тех, чью судьбу вы помогли изменить к лучшему. С глубоким уважением и братской признательностью Министерство иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия. 19 июля 2025 года.